Па-па-па-па-па. Пара-па-па. Ту-ру-ту-тут. Мгм-хм-хм. 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 Так, ладно. Нахер это говно. Ой, чё я такой маленький? Так. М. Тыры-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 ры. Так, вот получше. А, ну да. Мгм. Хорошо. Окей. Так, сегодня проходим вторую часть "Паразиты". Опа. Так. Ну что ж, началась наша самая любимая рубрика "Танцы с бубнами". Казалось бы, что ничто не предвещало беды, а тут оно вот как всегда. Хорошо. Ща. М. О, хорошо. Сработало! Так, эм. Мгм. Версия перевода от какого-то года. Squaresoft представляет. Ух!
Спасибо за фоллоу, Куркабайна. Жесть. Снова наваливает суеты и экшена по жесткому. Два-три раза проходил. О. Я помню, первую часть проходил вчера. Вот вторую только лишь щупал, помнится, давным-давно. Я на эмуляторе играл. Но если что, я прям поставил изображение такое, которое делает очень даже такую хорошую имитацию экрана с телека. Не в полной мере, конечно, но тем не менее. Блин, мне показалось, или она вот чисто прям конкретно как Resident Evil уже по боевке. Уже как будто бы не первая часть. С ачивками прохожу. Да, я тоже, у меня есть ачивки тоже. Все включено. И горится. Играть сначала. Лос-Анджелес, центр КПМ 2018, 4 сентября 2000 год. О. С момента трагического события в Манхэттене прошло почти 3 года. Я уволилась из полиции и стала охотником на монстров в Лос-Анджелесе. Ля какая. Так я взялась за очищение страны от сбежавших из Манхэттена существ. А, они типа не развалились, когда Ева умерла? А. Мне не довелось встретить других носителей митохондрии Евы, она исчезла без следа. Монстров становился меньше и меньше. Моя война с ними должна была вот-вот закончиться. Блин, она настроена серьезно, ребята. Но в один из холодных осенних вечеров блин, это же была тёлка. Блин, она других женщин ненавидит, прикиньте. Все-таки она такая. А, честно вы вообще. Имеешь что-то против маленьких девочек? Охереть, маленьких девочек, там она вообще... Просто я сегодня не в форме. Да? Да может хватит стрельбы на сегодня. Я готов к большему. Погнали, ёп. Музыку? Безумный король. Засада. Поднимите перчатку. Ну... Давайте безумного короля, звучит хайпово. Не очень. Во. Выбери оружие. М93Р. Понял. Какой уровень? Да, первый. Первый уровень, пожалуйста. Возвращаемся к основам, да? Запускай систему.
Запуск программы. Нажмите кнопку, чтобы достать оружие. Прицельтесь при появлении мишени. Пиздец. А почему на Mem Alerts бонуса нет? Не знаю. Просто. Если у вас есть патроны, магазин пуст, нажми кнопку выстрела, чтобы перезарядить оружие. Однако, если патроны лежат в кармане, перезаряжать оружие можно в любой момент. Нажмите кнопку старт, чтобы открыть меню подручных предметов. Блин, это управление очень странное, прям. Можно быстро менять мишени, нажимая влево-вправо, пока зажата кнопка. Да, блин. Блин, это прям странно. Блин, что-то я совсем мало очков, походу, собрал. Я даже не знаю, как тут вообще работает. Окей. Желтая цель, всего очков. Здесь лежат различные боеприпасы, используемые хоть какие ПМ. Нам запрещено уносить что-либо из тренировочной зоны. Пирокинез, нихера. Так. Блин, она прям такая... стала в теле. А я-то, блин. А еще эти универсальные патроны можно использовать как в автоматическом оружии. Ладненько, окей, пошли отсюда. А, хотя, погоди. Наверное, можно... Да, тут... Предметы. О, охереть много патронов. Ладно, пошли отсюда. Постреляли и хватит. На этом стеллаже хранятся винтовки и дробовики. Винтовки. Они обладают большой дальностью поражения и убойной силой, однако привлекают к себе много внимания, поэтому я редко используюсь ими. Энциклопедия с названием «Знай своих врагов НМС». НМС — это аббревиатура, означающая неоматохондриальные существа. Это существа с измененными митохондриями. Митохондрии — это клеточные органеллы, ответственные за синтез энергии. Ну ладно. Здесь висит плакат с информацией об организации, в которой я работаю. На нем указаны цели и история ее создания. КПМ — команда изучения
и подавление митохондрий. Я работаю здесь не больше 2 лет. Да ты вообще должна была основать эту организацию, не? Несколько фотографий с недавнего соревнования по стрельбе. Первое место занял Руперт Бродерик. И это еще один охотник в нашей команде. Он сам запросил перевод к нам с прежнего места работы. Остальные говорят, что Руперт здесь ради мести за убитую НМС дочь. Обычно он стержен и молчалив. Но при появлении НМС просто звереет. Неудивительно, что никто не хочет быть его напарником. Как, впрочем, и моим. Но из-за моей силы, возможностей и паразита я всегда хочется одна. И стараюсь не мелькать перед ними, ибо видела страх в их глазах. Это странно. Ну ладно. Сэр, вас понял. Так точно. С кем-то говорит. По видеосвязи, типа. Пирс. Это был The Эл. Эл? Да. И похоже, что в башне Акрополис какие-то проблемы. Акрополис? Я же недавно была там, на распродаже. Чё, ТЦ какой-то? Видимо, не на крыше. Эл хочет... ой, точнее... Агент Болдуин хочет, чтобы ты была там 10 минут назад. А это точно связано с НМС? Последний раз, когда я проверял информацию о монстре, им оказался продавец в костюме курицы. Вау. На этот раз все серьезно. Они уже вызвали полицейский спецназ. Так, хватит. Мне пора. Я буду истреблять НМС всюду, где бы они ни были. Да, я понял это. Только не будь слишком самоуверенной. Ладно, пошли отсюда. Оружейные. Обалдеть. Даже текстуры все переведены. Кайф. О, оружейный специалист женщина. Привет, Тая, говорит Джоди. Здесь можно менять ООО на оружие и одежду. А еще у меня есть лекарства, и возьми их с собой на всякий случай. Так, что ты хочешь? Что такое? Видимо, ты все забыла. О, это сокращение словосочетания очки охотника. Это некий бонус, получаемый охотником вроде тебя. Ты получаешь их в разном количестве в зависимости от убитых НМС. Ну понял. Обычно их дают, по-моему, за уровни, но так было в предыдущем части. О, 200, кстати, у меня есть. Лол? А это нормально, что у меня прям дробовик и винтовка есть? Я их купить должен за... Окей, ладно. А то я уж было подумал, это уже мне доступно, и я могу это прокачать. Ну окей. Боевой фонарь. Оружие для самообороны используется для ослепления врагов впереди тебя. Перцовый баллончик. Ну не знаю. Ясно. Короче, пока нам особо делать тут нечего. Засейвиться бы еще где-нибудь. О, тачка. Так. Кто-то оставил здесь лекарство. Наверное, о нем забыли. Флакон. Получен флакон. Да, вот эта вот часть уже намного лучше в плане даже просто интеракции с окружением. Просто вот банально такой вещью.
Предыдущая часть это был вообще пипец, какой гемора полный. Так, ты готова? Ну, погнали чё. Готово. Отлично, открывай ворота. Бери себе там. Ну чё, мы поехали. Шевроле Импала. Горчичного цвета. Выглядит стилево. Лос-Анджелес, башня Акрополис, 2056, 4 сентября 2000 года. Охереть много полицейских. Стоят, базарят о чем-то. Вау. Вау, погодите, как это сделано? Нихера? Вы гляньте. Блин, это офигенно. Подождите. Обалдеть. Специальный агент Абрей из КПМ, отделение ФБР. КПМ? Ах да, у вас же есть разрешение. Проходите, проходите. А что здесь происходит? Вообще ничего не понятно. Мы отправили своих ребят на крышу, но они не выходят на связь. А вертолет только что загорелся и упал. Лучше бы военным прибыть сюда побыстрее. Дело спецназа как много крови. Охереть. Блин, вот это вот прям вообще... Офигеть, как круто сделано. Полицейский вертолет. Выживших нет. Жаль. Да, это печально. Я специальный агент Бреа из ФБР. ФБР или КПМ, чего? Что происходит на крыше? Но группа полицейского спецназа отправилась туда 10 минут назад. Мы уже потеряли с ней связь. Есть ли внутри гражданские? Их уже эвакуировали. И они кричали про каких-то монстров. Понятно. Спасибо. Спасибо, спасибо. Будьте осторожны. Блин, ну она все эти три года кушала как будто бы. А я бред-то. В первой части она такая худая была. Сержант агент ФБР только что вошла в здание. Да, охотница с КПМ, да. Вы сказали КПМ, сержант? А, ты не слышал о них? Чёртовы новички. Это охотники на монстров. Они сформировали команду после блокады Нью-Йорка 3 года назад. На лифте поднялись.
Так, все серьезно, ребят. Такой пистолет есть в Counter-Strike, если что. Так. Блин, давайте в эту сторону пойдем, посмотрим. А, я вижу там кровь. Так, тогда пойдем в эту сторону. Аварийный выход. Ясно. И тут больше нечего, да? В принципе, делать хорошо. Ладно, пошли сюда. У-у-у. Да. Боже. Они прям... У них перестрелка была. Это полицейский спецназ, жуткий запах пороха и крови. Тела лежат друг на друге. Спецназ самое боеспособное подразделение полиции, но даже они... Никто не выжил. А, вижу мразь. Угу. Убежал. Агент Бре, ты уже на месте? Хорошо, это Болдуин. Че, даже полицейский спецназ? Ясно. Обычно НМС не способна на такое. Нам нужно больше информации, будь осторожна. Да, сохраняемся. Нажмите, чтобы спуститься, подняться по ступенькам. На скамейке что-то есть. Ящик с боеприпасом полицейского спецназа заполнен патроном калибра 9 мм. Мука их себе про запас. В ящике находится неиссякаемый запас патронов. Патроны, пробелом 500. Окей. Взял. Где поймать? Как бы целься в него, а не... Куда ты шмаляла все время? Опыт. 48 ОМ. Да. Блин, мне же перекинос был, кстати. Офигеть, у него глаза нету. Я из ФБР. Все будет хорошо. Берегись. Это не люди. Ну да. Но, видимо, они изначально выглядели как люди, а потом резко изменились.
Поэтому не были готовы к файту. Черт, он умер. Она так мило пригнулась к нему посмотреть. Я опоздал. Ладно. Хорошо. Так. Не может быть закрыто. Да ты чё? Вау. Это было... Не может быть, да. Посетители бросили свои столики в спешке. Недоеденный сэндвич. Чё, типа, все люди просто взяли и превратились в монстров? И, кстати, эта мразь вообще очень даже дохера хп имела. Это что такое? Мне в него пришлось столько патронов всадить. Это жесть какая-то. Просто губка для урона. Не открывается, похоже, на закрыто с другой стороны. Понял. Тогда идем вот сюда. Посмотрим, что здесь. Так, это лифты. Стоять! Стою. Не стреляйте, ФБР. Вы ранены? Ничего серьезного. Со мной все будет хорошо. Где остальные спецназовцы? Вы их разве не видели? Они их всех убили. Вообще всех? Да, кроме одной женщины, она из гражданских не успела выпрыгнуть с вертолета. Пожалуйста, спасите ее. Где она? Наверное, до сих пор сидит в кафе. Пожалуйста. Ключ от кафе. Понял. Можно вернуться. Смотрите по сторонам. Кока-кола. Торговый автомат. Это прям реклама Кока-колы. Прикольно. Так, я на всякий случай засейвлюсь. Эвакуация гражданских. Хоть это и не наша работа, но жизнь каждого человека важна. Но теперь, кстати, при сохранении они стали что-то это, хотя бы немного перекидываться словечками. Мы же типа все-таки рапортуем по телефону. Это радует. И сохранения стали намного быстрее, чем в первой части. Это точно. О. Кто-то проколол его полимерный жилет и выпотрошил бедолагу. Невероятная сила. Внутри виден эскалатор. Эта дверь автоматическая, и просто так ее не открыть, двери обесточены. Хорошо, тогда чисто идем в кафе. А, погоди, а тут что? Угу. Закрыто с другой стороны. Ну ладно. Я надеюсь, она не застрелит сразу эту женщину. А то прям на тренировке она как-то не внушала особого доверия. По гражданским она, походу, способна пострелять, способна. Вау, какой чел. Сидит.
Мам, теперь вы в безопасности. Я из ФБР и выведу вас отсюда. Ну, блин, ну почему они все должны превращаться в уродов, типа? Можно было бы хотя бы ради разнообразия превратиться в красотку. Реквадро, привет. Я уже попил. Ой, какой... А, ну теперь непонятно, что это женщина. Хм, у нее теперь еще и там трубка какая-то появилась. Здоровенный ублюдок! А, падла. No, 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 no. Ой. Fire! Fire! И так будет с каждым, бля. Нифига, у него глазница даже выпала. Блин, он под конец даже 2 раза пернул. Так, найдены новые предметы. Бицелин. Кайф. Так, никогда не видел таких монстров. Странно, у него за ухом какой-то металлический имплантат. Что это? М. Это важно для расследования, скорее всего. Прыгнись! Ебать, у него ствол здоровенный. Так, прощайте мои, оставь их себе. Это Руперт. Я раньше не видел таких монстров. Это новый вид. Он может принимать форму человека. Что? Он был замаскирован под человека? Нет, трансформировался. Раненый офицер полицейского спецназа попросил меня спасти ее. Спецназовец. Здесь еще монстры. Нам нужны пушки побольше. Свяжись с КПМ и вызови подкрепление. Ясно. Береги себя. Так. Мне что, реально к телефону просто бежать? На, блин. Тварь. Что-то жестко. Перцовый баллончик. Да, я был бы супер рад держать в руках какой-нибудь, типа,
Прям, прям 4 какой-нибудь. Может, дробаш. Блин, дробаш, кажется, тут имба была бы прям. НМС нового вида могут превращаться в людей? Ясно. Прости, но я не могу послать тебе подкрепление. Все наши охотники на заданиях. Кстати, может, это и не сильно поможет. Но тебе разрешено использовать любое найденное оружие. Пользуйся им с умом. Это все. Агент Карадин на связи. Подключай его. Я слышал, что случилось. Откуда же взялись НМС, способные менять свою форму? Возможно, тот имплант прольет свет на этот вопрос. Обязательно принеси его ко мне. И будь осторожна, Ая. Окей, 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 окей. Не открывается. Он, сука, заперся там внутри. Так, стоп. Жуткий запах пороха и крови здесь лежат. Спецназ самый... Так, подождите. Ладно, вернемся в кафе обратно. Мы типа позвонили, сказали. Подкрепление не будет, пойдем скажем Руперту. Но я думаю, это так должно работать. Причем там еще много дверей всяких разных было в кафешке. Надеюсь, я попадаю в кого-нибудь. Ладно, пойдем посмотрим, что там происходит. Но я кританул прям там знатно. О! Какие-то мотыльки появились. Ага, и в конце боя она автоматически перезаряжает пушку. Это славно. Научный журнал. Открыт на странице со статьей о митохондриях. Взять. А. Митохондрия. Лол. Опыт цена бонусом. Вот оно как это работает. И усилить еще могу, типа, да? Ага, вот оно как. Понял, понял, понял. Окей. Мендель, популярный журнал. Перфаном. Угу. Пицца. Крысы. Вон там вот, по мини-карте можно понять. Что еще остались чеки. Ага. Я люблю Нью-Йорк.
Так. Что тут написано? Каличи? А, ключи. Здесь висит ключ. Синий ключ. Найс. Твою мать. Всё, помер. Микроволновая печь. Еще один спецназовец. Его одежда пропитана кровью, а следы от зубов на укусах похожи на человечьи. Здесь что-то есть. Обезболивающее. Да, она была бы ему кстати, но... Внутри находится ампула. Стимулятор. Берем. Огурцы. Блин, как это офигенно все переведено. Притернется. Так, а тут в посуднице может что-нибудь есть? Ничего нет ценного. Ну ладно. Так, может похилиться. Флакон с лекарством. Так, стимулятор восстанавливает функцию нервной системы, лечит безмолвие, ярость, смятение. Восстанавливает немного здоровья, целину. Мультивитаминная таблетка. Восстанавливающее здоровье, а капсула обезболивающими. Бицелин. Блин, не знаю даже, насколько эта тема нужна. Ну тут, кстати, прямо с балансом как будто бы поработали. Вот патроны, они реально жестко тратят. Вроде ничего нету. Фонарик. Угу. Я догадался. Прикольно. Господи, ни хера не вижу. Где же лежал спецназовец? Пропал. О, это Руперт. А, я знаю, где он. Он сейчас свой эскалатор будет. А это спецназ, значит, кто-то выжил за статуей. Но что он там делает? Да это явно какой-то предатель. Скорее всего, просто одел в униформу спецназовца. Так, дверь открыл. Фонтан Посейдона.
Найс. Мгм. Работает. Как же мы не торопимся. Хер там. Какой пилигрим? Здравствуй. Развей. Класс. Это тело спецназовца. У него нет пульса. Жаль. Бронежилет практически не поврежден. Ну, лутаем, чё, прости, я одолжил его. Да ладно уж, какой одолжу. Говори прямо. Кожаная куртка. Вау, вот это нормально он не поднимает. Карманы еще увеличивает. Слушай, это прям бальдеж. Я смотрел прохождение первой, ох, там духота в конце. Да, это вообще жопа. А ты его глянул на ютубе, да? Не зря все-таки закидываем. На ютубе. Бинокль за 50 центов. Держу пари отсюда отличный вид. Но вот эта вот часть, это совершенно другая игра, я тебе говорю. Боевка вообще иная. Вы это тоже видите, да? Они как будто бы стали больше. Охереть нездоровые. Ё-моё. На Твиче. Не, я у другого стримера там в том году смотрел. Понял. Подохни, дерьма кусок. Я могу... Вот это интересная механика. Так, все-таки какая-то дальность действия есть у нас нашей стрельбы. Блин, он на Тоху Логинова похож. Ваша стрельба просто 10 из 10. Найс. ЦО. Так, как будто бы... Блин, это, кажется, Руперт.
М, Так, хорошо. У меня типа место закончилось, или как? Понять сложно. Так, и чё меня по... Ну, нормально. Можно взять, изучить лечение. Да. Найс. Хорошо. Пошли. Чё? Что это? Под водой есть металлическая решетка. Так, тут тоже есть спецназовец. Его бронежилет разорван, я начинаю волноваться. Да! МП5! МП5! Так, дальность 55, темп... Темп меньше? Как это вообще? Блин, я начинаю волноваться на тему того, что мне не хватит патронов, прикиньте. Хереть! Что за ниндзя? Не с места, ФБР! Опа. Жизнь здоровый. Сыкло. Убежал. Думаю, он боится женщин. Руперт, ты ранен. Не волнуйся обо мне. Кто это был? Твой знакомый? Я хотел задать тот же вопрос. Этот гад спрыгнул на меня и... Ты вызвал подмогу? Да, его не будет. Так что все, ну как бы все наши на заданиях, ну тогда... Думаю, тебе нужно догнать этого типа. Ленин. Да. Согласен. Будь осторожна. У меня плохое предчувствие. Кто-то бронил ключ, может тот тип. Какой стильный чувак. С ключом в форме черепа. Цветы похожи на настоящие, если они, конечно, искусственные. Книга скорби. В большинстве случаев паразиты не знают, что как зависят от кого-то. Фабин. Странно. Почему это было написано синим цветом? Это Нагиде. Выловить их всех уже невозможно. Такими темпами Лос-Анджелес станет вторым Нью-Йорком. Понял, сэр. Мы уничтожим все доказательства. Спецназ написано. КПМ не сможет помешать, сэр. Ребята устроят диверсию. Заложил бомбу. И куда ты, тварь? Заперся еще.
Кто-то установил здесь бомбу. Тринитротролол. Дверь закрыта с обратной стороны. А если она с растяжкой? Здесь установлена бомба. Я не знаю, как ее обезвредить. Ну что ж, тогда мы в заднице, что я могу сказать? Может быть, Ленин умеет? О. Внезапно. О, не, МП5, блин, офигенная пушка. Я могу просто тупо зажимать. А вторичная стрельба, типа вот фонарик. Не, мне реально патронов не хватит таким макаром. Это очень хорошо. Ядри. Руперт. Блин, почему ты ушел? Какая жопа, у нас тут бомба. Жуков колорадских, да. Не, ну это супер. Так, мне надо сбегать. Сейчас я сбегаю быстренько. За патронами. Лишние несколько секунд посмотрим на эту аппетитную попку в джинсах. О, пизда. Блин. Да, патроны мне очень нужны. Фух. Патроны. А, да ладно. Немного благодарен. Заодно сохранимся еще. Твою мать. А, беги! А, патроны, все. И что делать? У меня, ну, просто банально нету ни хрена. Я бомж, у меня нет ничего. И что делать? Мне молиться на него или что? Я не понимаю, что делать. Оружия нет, ничего нет. Я его фоткать могу. Не, автомат, конечно, балдеж, но только патрон тратится. Ладно, я, пожалуй, просто пойду отсюда. Ну,
Ну, классно. Ну, спасибо. Типа я убежал. Минус 10 ОП. Ну, не опыта, а очков охотника. Так, вот в карманы надо бы засунуть, да, полицейскую дубинку. А то что-то вот прям вообще нехорошо. Угу. Предмет негде хранить. Ладно. Не волнуйся, вас подберет полицейский вертолет. Агент Бриа, ты должна поймать того типа. Ну, окей. А что насчет бомбы? Никого не парит бомба, то что она в принципе есть. Вообще странно, типа то, что бомба заложена. Я не понимаю. Ну все. Отыгрался. Пенициллин. Так. Вынуть из кармана. Ну ладно. Так, у меня еще красные ключи какие-то есть. Здесь находится какая-то панель управления. Broadcast System. Да не. Красный череп, ну-ка. Я смотрю на этих львов, и они как будто бы с огнеметами во рту. Мне же не кажется, да? А, это львы-русалки. А, блядь. Вот тут я расстрелял их. Это ты мне так дверь повредил, да? Закрыто, кто-то включил экстренную блокировку дверей.
Бомба, и она активна. Вертодром. О. Так. Неважно, как ты это делаешь, просто поймай его. Нихера вот. 0 давления совершенно. Да. Красиво, красиво. Высоковольтный кабель. Это интересно. Еще один высоковольтный кабель. Кабель и поврежденная труба. Лифт остановился наверху. Так, мне же не надо просто ломать эти кабеля. Видимо, этот тип поднялся на нем. Так, надо предупредить Руперта. Он тип решил сбежать на вертолете. Так, ну хорошо. А я чё? А я что с этим могу поделать? Блин, дерьмо. Смешно тебе? Что ты такое? Поиграем в вопрос-ответ, да? Ладно, я хоть такой же, как и ты. Ясно, не мощник. Теперь моя очередь. Что это за штука у меня? Причина для твоего ареста? Это твоя жизнь, девочка. Вот, бери, если сможешь. Эффектный парень. Так, ладно, побежали. Иди сюда, тварь. Тихо. Бери пистолет.
Ну давай, подходи, дерьма кусок. Это игру бы на ПК. Да. Да ты чё устала-то? Ты чё гонишь? Беги, типа, лоу. Что, упс? Так. Твою мать. Он меня прям не хотел перезаряжать. Хер знает почему. Ну давай. Ха-ха. Да ты задрал. Фу. Неплохо для федерала. Хочешь еще? Ну да. Закончим наверху. Все, договорились. Давай. Козел. Блин, этот автомат как бы с одной стороны окей, но с другой стороны он полное дерьмо в плане того, что он просто все патроны мои тратит впустую. Да, я не вывезу. Я не вывезу с автоматом. С автоматом я не вывезу. Так, сколько? 1154. Так, энерговыстрел. Повышенная кинетическая энергия бронебойности. О, да, серьезно? То есть это просто, ну, это баф автомата, пистолета, патроны будут круче. Надо попробовать. Погодите. Блин. Ладно, на мужика пойдем. Я хотел сохраниться пойти. Го. Хватит игры, бросай эту штуку. Сейчас же. Что-то он расстроился, как будто боишься застрелить меня, да? Время вышло, девочки. Нихера себе! Стой! А куда он делся? Прыгнул на другое здание. Сейчас и взорвется. Что? Но это же невозможно. А что это у тебя в руке? Оно лежало здесь на полу. По-моему, это детонатор. Что? Можешь обезвредить бомбы? Смеешься, да? И что ты нажал?
Да не смотри на меня так. Видимо, у кого-то был другой детонатор. Нужно сваливать отсюда. Расслабься, вертолет уже в пути. Чё, просто чилим тогда, получается? Если он, конечно, успеет. Они как этот, как его... Помните мем про собаку, которая, типа, сидит в горящей комнате? Еще чуть-чуть, и мы бы... Чисто похуй стоят такие. Болтают так непринужденно. Да, мощно, мощно. Окей, нормально. Удалось. Лос-Анджелес. Центр КПМ. Час 44. 5 сентября. Час ночи. Эрик Болдуин. Это актер, что ли? Вы двое хороши поработали. Что-нибудь еще? Да, в общем, вот, взгляните на это. Инопланетное вторжение. Пришельцы сожрали мои спагетти. Мутация крупного рогатого скота. Массы случаев ВИЧ домашнего скота. Окей. И эти заметки, это... Я отправляюсь охотиться на НЛО? Не исключено. Но вскрытие останков той коровы показало дегенерацию клеток. Агент Брия, думаю, ты знаешь, что это значит. Митохондриальные существа обладают хорошим аппетитом из-за невероятно высокой скорости метаболизма. Угу. И нам предстоит научить их манерам поведения за столом? Окей. Верно, верно. И вот необходимые документы в этой папке. Ордер обыска от КПМ. Фото странного зверя. Так. Особый ордер на обыск от ФБР. С ним агенты КПМ могут осуществлять широкий спектр мероприятий во время чрезвычайных ситуаций. Фотография какого-то мертвого животного длиной около 4,5 метра. Справа стоит человек с ружьем. Вообще непонятно, что на фотографии. Задний план расфокусирован, из-за чего сложно определить место, где было сделано фото. Однако, похоже, это пустынный регион. Общество не знает о существовании НМС, а операции агентов КПМ и их последствия представляются публике как рост преступников или взрыв природного газа. Данное задание представлено как рост серийного убийцы. То есть взрыв на том небоскребе — это взрыв природного газа, да? Ты спать ложил? Да, привет, ФБМ. Мы уже вторую часть играем. Карта исследования мною из области в пустыне Мохаве. Драйфилд окружен безлюдной холмистой местностью и плоскогорьями. Найс, найс. Надеюсь, мне не придется отстреливаться от гигантских кактусов. Не говори чепуху. А что насчет Акрополиса, сэр? Я отправляю на зачистку другую группу. Ты лучше позаботься о скорейшем восстановлении своей руки. Есть, сэр. Агент Брия, ты получила задание. Это все. Окей.
Окей, окей. Это уже другой афроамериканец. Его зовут Руперт. А я не знаю, где Даниэль и остальные. Пирс, что тебе надо? Ты так злишься из-за нового задания? А ты бы не злился? Ну ладно, у меня для тебя отличные новости. Я откопал кое-что, найденное тобой в импланте. Так, выкладывай, Пирс. Это микропередатчик «Последнее слово техники». Кто-то мог управлять теми монстрами в башне. Что? Как домашним скотом? А если задуматься, на них даже были именные метки. Ночь коров-убийц. А если серьезно, зачем кому-то различать этих монстров? Какой в этом смысл? Я не знаю об этом не больше тебя. Все, что мне известно, так это то, что я еду в пустыню. Кстати, о пустыне. Я нашел крупинки песка на имплантате. Песка? Я провел более глубокий анализ. И узнал, что он из пустыни Мохаве. Да ты шутишь. Мы находили намест по всей Америке. Кроме засушливых регионов. И думали, они не приносят жару. Однако наличие песка на имплантате может опровергнуть на все наши выводы. Ты имеешь в виду, что моя поездка в пустыню может быть связана с побытиями на Акрополисе? Скорее всего. Так что взбодрись, Ая. Пирс. Спасибо за инфу. Да, подбодрил, подбодрил. Вторая короче первой. Ими брали скрипты. Ну, я не знаю. Я вторую никогда не проходил. Привет, Ая. Добро пожаловать в оружейный Боукет. Обменять его на оружие. Да-да-да. Так, о, винтовка, винтовка, винтовка. Винтовка с посадочным местом для обвеса стреляет 5-миллиметровыми патронами. Дайте мне, пожалуйста, да. Да, да, да. Обязательно пей много воды. Я не хочу, чтобы ты засохла и стала военным беконом на радость НМС. Угу. У вас нет подходящих боеприпасов. Так, да ща купим, не переживай. Боевой костюм. Как работает щечко? Он такой маленький, я почти не замечаю. Смотри, не потеряю, когда умываешься. Они стоят 6 косарей за штуку. 6 косарей за штуку. А, я реально одолжил? То есть я... И... И МП5 тоже осталось. Понял, понял. Понимаю, понимаю. Да. Это... Интересно.
Так, погодите, а патрон для пистолета откуда найти мне? Это комната наблюдения за стрельбищем. Стеллаж для пистолетов. Здесь мы храним свои пушки. Ладно, короче, тут делать нечего. Пошли. Пора ехать. Эл сказал, что вернул оружие спецназовцам и полицейский участок. Понял. Ладно. Кто-то сделал здесь лекарство, наверное, про него забыли. Флакон. Плюс еще один флакон. Ящик с предметами. Гидра. Экспансивное поле с увеличенным уроном мягким наконечником. Увеличивающим урон мягким наконечником. О. Однако. Виниловая упаковка с жидкостью. Навесной карман. Чего тут только нет, да? Так. И что это означает? Навесной карман. Флакон. Флакон с лекарством. Ага. На штурмовую куртку стало больше карманов. Виниловая упаковка. Раствор Рингера. Как кровозаменитель полностью восстанавливает здоровье и энергию митохондрии. Ау. Славно, славно. Так, давайте в багажник положим что-нибудь обратно. Ну, типа, у нас слишком много всего. Ладно, поехали. Моя машина. Еще рано выезжать, но сначала нужно подготовиться. Думаю, тебе нужно найти новое оружие. Джойдж ждет тебя вооруженный. Так у меня в руке уже все есть. Привет, добро пожаловать в оружейный Болкет. Обменять его на... Не сейчас. Обязательно пей много воды.
Так, видимо, надо что-то нажать на машине. Ты готова? Ну да, все. Ясно. Просто надо было еще раз нажать на него. Я готова, Пирс. Ясненько, открывай ворота. Гони в пустыню. Погнали, погнали. Невада, пустыня Мохаве. 12:13. 5 сентября 2000 года. Добро пожаловать в сухое поле. Зона 272. Так, лучше всего начать с опроса местных жителей. Кириндоркс, здорово. Это самое начало? Ну да, мы недалеко отошли от начала. Так, патроны берем. Так. Так, давайте сохранимся. 75 центов. Интересно, работает ли он? Ты на месте? Хорошо. Узнай все, что сможешь. А еще, если это, конечно, не чрезвычайная ситуация, постоянно следуй руководству по общению с гражданскими лицами. Это все. Окей. Ой, что? Да. Сохранение завершено. Универмаг Кактус Джек. Закрыто. У него там распродажа какая-то. Мотель Бронко, что ли, написано. Блин, я подумал, со мной кто-то заигрывает, а это, кажется, монстр. Какой красавец. Блин, дерьма кусок. Умри! Умри! Подохни! Так. Гидра. Так, нам все-таки надо пистолет взять лучше. Штурмовая винтовка, она, конечно, окей, но пока лучше с пистолетом походим. И с патроном парабеллум. Давайте потом, давайте еще все-таки подхилимся. Ага. Ясно. Комната 1. Никого нет. Ментовка 223 стреляет? Не. Пятерками стреляет. По идее. Пятерки. Да что-то криты не проходят. Портрет хорошо одетого мужчины. Док Холидей. 1851-1887. Это картежник, и он был на стороне Уайта Эрпа в перестрелке у короля Окей. Телевизор с ручкой для переключения каналов, ну и старье. Здесь ничего нет. Блин, она прям как терминатор ходит.
Ну, как-то очень хило бьет винтовка, да, согласен. Я думал, как-то она помощнее будет. Новинск. Да, это он и есть, по-моему. Ну, типа. Ну, это прям типа из Counter-Strike пистолет. Куда-то зашли. Внутренний двор мотеля, походу. Да, так и есть. Гостиница Бронко, внутри ни души. Так, поднимемся наверх. Ага. Комната 5. Никого нет. И закрыто. Комната номер 6. Тоже никого. И опять закрыто. Чердак гостиниц. Там никого нет. Да. Хороших новостей нет. Все закрыто. Попробуем спуститься вниз, пойти обратно туда и проверить другие комнаты. Может быть, есть люди все-таки в комнатах. Комната номер 2. Никого. Но открыто. Твою мать. Уф. Нормально. Блин, музыка как будто вот сейчас вот Нирвана заиграет. Старый портрет. Уайт Эрп. 1848-1929. Шериф времен Дикого Запада. Он участвовал в перестрелке у короля. Окей. Блин, это важно вообще? Видимо, какая-то головоломка будет. Внутри пусто. Я лишь понял, что была какая-то перестрелка у какого-то короля. Окей. Король. Окей. Так, наверное... Нет. У столика ничего нету. Комната номер 3. Никого. И закрыто. И 4-я комната. Никого. И закрыто. Так, ледогенератор. Сегодня жарко, но мне не нужен лед. Так, в переулок какой-то зашли. Гараж Дугласа, задний вход. Не входить. Дверь не закрыта. Зашли. Так. Чертежный стол. Немного мало. Стальная стойка. На ней стоит машинное масло и лежат различные болты. Здесь нет ничего интересного. Меня бы дробовик обрадовал. Бочка из-под масла. Она наполнена водой и, видимо, используется для охлаждения. Кажись, в этой части дробовик имба. Если в предыдущей части она была не так уж и хороша, то тут, походу, прям хорошо. На гидравлическом подъемнике стоит машина без колес.
Ладно. Видимо, да, поднять можно. Что это за звук? По ту сторону кого-то... Ну, по ту сторону гаража кто-то есть? Или что-то... О, рубильник положение выкол. Поднять рубильник. Рубильник положение выкол. А кнопочки поднятия гидравлики это и нету? Блин. Да. Вот так препятствие. Хорошо. Забавно, но она не открывается. Тут столько вариантов, как, ну, можно преодолеть эту машину. Открыть, зайти и выйти с той стороны. Просто переступить ее поверху. Пройти бочком справа там. Ну, господи. Ладно. Так, что-то у нас. Вверх. И поворот. И вниз. Думаю, у него в багажнике что-то есть. Да, реально. Патрон дробовика. Угу. Жалко, что мне нет дробовика. Что это за кнопка? Нажать. Похоже, что ворота теперь открыты. Так, и чё? Я, ну, типа, пройти не могу. Пройти не могу. Ворота открыты. Ты же можешь пригнуться? Да блин. Ну за что? Ясно, короче, забей. Оставим эту машину так. Пускай стоит. А погодите, а если я нажму вниз и потом повернуть? А, вот так, да?
Интересно. Слишком темно, чтобы разглядеть что-либо. Но вроде как там ничего не движется. М. Это типа головоломка какая-то или что? А если еще вниз нажать? Ничего не произошло. И тут повернуть попробую. Не знаю. А может 2 раза вверх можно поднять? Что-то я не пробовал уже 2 раза вверх. Да, блин. Да. Ну такая вот херня. Пошли отсюда. Старый колодец. Лол. Да блин, сколько у вас там странных летучих мышей? Боевой фонарь. В нем весьма влажно и темно. Кто-то ли что это было? Что же там внизу такое? Наверное, корова. Дорога перекрыта деревянным забором. Под простыней стоит старый деревянный ящик. Я просто стяну ее и... Обезболивающее. Контейнер для мусора, в нем что-то есть. Картечь. Ну, допустим. О, зашли. Лол, есть выживший?
Да, понятно. Красотка. Писсуары. Господи. Так. Осмотр туалетов. Этому не светит даже последнее место в конкурсе на чистоту. Так, хорошие комментарии. Что дальше? Закрыто. Хранилище для чистящих средств. Мне они не нужны. Это был туалет. Брошенный мотоцикл. Бар Джина и Рой. Похоже, он закрыт. Так, и что мы имеем? Везде и всюду все закрыто. Кажись, от меня хотят, чтобы я... Не знаю. Как-то смог зайти в гараж, но... Там что-то вообще непонятное дерьмо какое-то. Так, давайте сначала патрон возьмем. А, не. Думаю, можно ставить лишние предметы в багажнике, не опасаясь, что их сопрут. Вот. Мне дробовик нахер, патроны не нужны. Так, где-то еще... Вот, патроны. Угу. Так, восполним патроны. Бензоколонка. Сейчас не время заправляться, у меня есть работа. А что такое? Можно было бы заправиться. Подожди-ка, там кто-то смотрит наружу. На меня. А куда он делся? Видимо, показалось. Стрёмно. Кто-то внутри смотрел на меня. Что ты нашла? Новый вид, говоришь? А ведь уже прошел целый год без происшествий. Убей всех замеченных НМС и найди выживших людей. Да, пока, конечно, нам удается так убивать НМС. А людей пока не спасли. Блин, я вот был бы радикальным агентом, конечно, просто в каждую, сука, дверь стрелял бы. Каждая ручка была бы сломана. Тупо врывался в... Ну, на крайний случай через окно и так далее.
Не. На меня бы столько жалоб накатали. Да-да-да. Ведра нигде нет. Интересно, а вода в нем есть? Ну там вообще внутри монстр какой-то обитает. За глупый вопрос. Ну, а может откроем ворота, типа? Я еще не понимаю, что мне хотят тут. Прошел. Говорит, ворота открыты, но не открывает ворота. Рубин в положении ФКЛ. Но делать ничего не может. А тут забавно закрытая дверь. Все гайки и швайбы разложены. Всячески. Так, в общем, тут реально головоломку с машиной, как бы ее покрутить. Так, но он опущен вниз. Нет, конечно. Это только энтузиасты постарались. На релизе тут, ясное дело, все было прям так себе. Скорее всего, все было на английском или на каком-нибудь машинном переводе быстро. Не, даже не на машинном, а просто васянский перевод там какой-нибудь. Не сказать, что это тоже типа супер прям классный перевод. Этот перевод тоже васянский, по идее. Но тем не менее. Тем не менее. Я не понимаю, что-то мне хотят. Здесь написано панель управления. А, да? Прикинь? Написано панель... А, я не знал. Панель управления функционирует. Hate everything, здорово. Игра непроходима. Да проходим, проходим. Нужно напротив машины открыть ворота. Ну это да. Это понятно. О боже, нет. Стоп. Погоди, 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 погоди. Стой, 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 стой. Нет. Я подумал, вот эта вот цепь отвечает за открытие ворот. Вот это вот. Но нет. Там, где полосатая лента отмечена.
И это, блядь, дверь? Охуеть. Ты как это понял, блядь? Чё нахуй? Епа, это дверь была. Я в ахуе просто. Вау. Да. Да. Я бы еще понял, если бы она выглядела буквально вот как вот эта вот дверь, да? Но они решили типа такие, что эта хуйня вот так вот должна двигаться. Ё-моё. Но если бы ты с другой стороны прошелся вдоль сетки, то было закрыто. Это просто буквально как сетка выглядит и все. Ну зачем типа долбиться мне в пустую сеточную стену? Типа в этом проблема вся. Она не выглядела как что-то интерактивное. Да. Это, это ужасно, это ужасно. Надеюсь, выжившие. Ля как он. Кто здесь? Что ты делаешь в моем гараже? Не стреляйте. Я из ФБР. Не двигайся. С каких-то пор у ФБР у нас есть право вторгаться в частную территорию. Ты выглядишь почти как человек. А вот на федерала не очень похоже. Я человек, а не монстр. Хотите посмотреть на мое удостоверение? Ну давай. КПМ? Верно, КПМ. Это совершенно секретная организация, мы охотимся на этих монстров. Ты привела с собой друзей? Нет, я одна. Я просил взрослых мужиков, а они прислали городскую девчушку, причем одну. Они думают, что здесь проходит какая-то хуйня? Я вас слышу. Здесь в округе есть еще монстры. Монстры? Они здесь шастают, как муравьи. А что насчет других жителей? Некоторые убиты, другие свалили. Здесь изначально было не так уж и много народу. Можете сказать, что здесь произошло? Блять, может, опустишь свой ебаный ствол? Это долгая история. Расскажу ее позже. Мне пора на обход. Я помогу. Да лучше не надо. У меня по всему городу расставлены ловушки. На... Ты должно быть устал от поездки. Можешь остановиться в гостинице. Серьезно, он не... И переночуй, серьезно? Ключ от 6-й комнаты. Ну, хорошо, ладно. Я забыл представиться. Меня зовут Дуглас. Я владелец авторазборки. А я Брея. Рад знакомству. Звучит знакомо. Сомневаюсь. Это японское имя. Моя мама родилась там. Вот как. Хорошо, ладно. Дружелюбный. Твоя комната на 2-м этаже. Можешь поселиться в ней. Владелец гостиницы давно свалил и стал мне за главного. А завтрак в номер будет или... Я не знаю. Что за тупая херня? Зачем мне этим заниматься? Нравится мой грузовик? Нам бы как бы всех поубивать. Отдыхать еще будем. На столе бардак. Он завален списками инструментов. Молоток, плоскогубцы, отвертка, гаечный ключ, стрель. Здесь лежит множество инструментов. Не стоит их трогать, они принадлежат мистеру Дугласу.
Окей, пойдем к той двери. Пускай он занимается чем хочет. Куда ты собралась? Гостиница не в той стороне. Блядь, чел, да свободная страна, я вообще агент ФБР, нахуй. Блин, стрелять не могу. Да. Ну это прям реально не кстати. Зачем нам идти отдыхать в комнату? Или может там есть что-то важное? Глупость какая-то. Ну тут, кстати, что радует, типа нет такой темы, как... Блин. Во-во-во-во-во-во-во! Окружили, окружили! Дерьма куски. Блин, тихо, 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 тихо. Беги, 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 беги. Нормально, нормально, нормально. Рад Скорпион, да. Это ж пустыня Мохаве. Что по канону. Ну давай, мистер Крид, пора прилететь. Криты по этим Скорпионам вообще не идут. Ну вроде... нет. Вроде еще есть. Но он типа далеко. Пенициллин. Найс. Так, посмотрим, что по патронам вообще. То ли хорошо. 400. Пойдет. It's okay. М, 800 опыта. И сколько 756. Ну, нормально, нормально. Так. Пойдем в номер. Или... Ладно, пойдем в номер. Собака! Ну и что это? Ёбаный! Тихо, тихо. Вас еще и двое? Ну забей. Угу. Понял. Ай, да блин, прям в задницу. Ровнёхенько ему в жопу надо стрелять. Когда крит прилетает. Да. Антибактериальный препарат, лечащий слепоту, паралич и отравление. Так, лечит много здоровья, трицилин. Пожалуй, выпьем. Раствор рингера. Стимулятор. Так, раствор рингера сразу в карман себе положим.
Как тебе вторая часть после первой? Ну, прям сильно необычно. Очень необычно. В том плане, что управление вообще другое. Совершенно иное. Боевка ощущается более странной из-за того, что она сильно отличается от первой части. То есть это, по сути, теперь, ну, чистой воды, ну, практически чистой воды Resident Evil. Просто если в Resident Evil ты как-то, ну, по факту вот сам направлял как-то вот, типа, прицел, то она тут лочится на какого-то существа. Игра стала динамичной. Да, первая часть тоже была в порядке, я считаю. Ну, в плане... нихера вас много. Блин, вот дробовик тут, наверное, весь наваливал бы хорошо. Блин, она 2 раза перезарядила пушку. Угу. Заходим. Ух ты. Это номер люкс? На стене висит голова. Оформление комнаты будоражит. Немного жестковато, если честно. Ну да, типа... Мне было бы не очень прикольно спать в такой комнате. Сюда можно сложить лишние вещи. Нет, спасибо. Патроны возьму. Так. Голова буйвола. Шкаф для одежды. Я не взял с собой сменную одежду. Она же не думает принять душ, там вся хуйня вот эта вот. Новый телевизор. Думаю, мистер Дуглас стал мне лучший номер в гостинице. Он упрямый, но с золотым сердцем. Мы такие, блин, Дуглас, конечно, грубоватый, но он дал офигенный номер, значит, мужик неплохой. Какого хуя вообще? Типа там на улице бродят, ходят эти сраные монстры и в любой момент могут зайти в любую комнату. А мы такие типа решили расслабиться. Я вообще не понимаю. Так, выжившие? Это хорошо. Понятно. Убей всех оставшихся НМС. И попытайся узнать, откуда они взялись. No problem. Шеф. Угу. Все. Окей. Ну, хоть после ЕВДА будет в Гранд-Сторе. Ну, посмотрим, посмотрим. Если есть горячая вода, если я задержусь на этом городе, то обязательно приму душ. За тебя, малышка. Я выгляжу, будто мне 20 лет. Это хорошо. Но но на это есть причина. Этого хочет моя митохондрия. Молодой носитель дает ей преимущество. Я видела фильмы о средневековом рыцаре, который дожил до наших дней. Не хочу, чтобы со мной было так же. Я была бы рада прожить всего одну, но обычную жизнь. Серьезно? Она не стареет вообще, в принципе. Это же круто. Отсюда видна водонапорная башня.
Не, ничего не сделал. Там чел. Это же человек. А, Крис Редфилд. Там кто-то есть. Эта лестница ведет вниз. Ну, пойдем. Так. Тополя. Мгм. Красавчик. Да блин, ну что ты такая неповоротливая тварь? Вау. Ага. Давай, давай. Готово. Эти сдохли быстрее намного, кстати. Есть еще? Так, подхилимся. Отлично. Эта штука соединена с забором. Здесь рычаг надписи ворота. Поднять рычаг. А, там еще один все-таки есть. Да, насрать. Странно, ничего он туда побежал так. А? Куда он? Да, блин. Копперфильд странный. А, мне прям надо успеть. А, окей, я тебя понял. Класс, класс. Нормально их там. Ох, мне вот за этот файт насыпят нормально опыта, кажись.
Окей. М, Да, на дробовик ну, хватит. Хорошо. Так, где тут мистер? Извини меня. Я помог, но я боялся, что попаду в тебя. Я Мэддиган. Кейл Мэддиган. А ты? я Брэя, ФБР. Так. Кайл Мэддиган, ага. Какие-то проблемы? У этих монстров были человеческие лица. Это те самые НМС? Да, это необычный вид, но... Значит, ты одна из охотников Кип. Ты много знаешь. Бэм! В лицо выстрелил. А сам так-то... Я частный детектив из Лос-Анджелеса. Мне поручили найти и обследовать одно убежище. Но по пути я наткнулся на монстров. Они угробили мою тачку, и я прошел оставшийся до города путь пешком. Частный детектив, да? В такой приметной одежде. Не мне тебе рассказывать, как сейчас опасно. Это точно. Да уж, неприятная история. А что находится в этом убежище? Это конфиденциальная информация, меня лишат лицензии, если я расскажу. Да и рассказать-то особо нечего. Это башня, единственное, что я смог найти. Слушай, раз уж ты заинтересовался убежищем, давай поможем друг другу. Я за. Окей. Сообщи мне, если узнаешь что-нибудь. Отсюда виден весь город. Город? Это по-твоему, город? Ебать. Вижу школу. Он школьный автобус, там учатся дети, я знаю. Охуенный город. Там стоит красный грузовик, видимо, мистер Дуглас вернулся. Здесь рычаг с надписью «Ворота». Поднять рычаг. М. Трупак. Ему было примерно 40 лет. Да, по-моему, все 70. Видимо, мистер Дуглас не поднимался сюда. Ключ с трупа. Взять предмет. Обезболивающее. Блин, прикольная игра, да? Лишь кожа до кости, вся кровь высосана. Видимо, мухи любят вонь. Наверное, это же можно сказать и обо мне. Она пахнет, да? Надеюсь, она не пахнет морепродуктами. Блять, рад скорпионы ёбаные.
Блин, тот Кайл вообще ни одного монстра не убил, да? Вообще никак мне не помог. Сраный спермобак. Так, окей. Ага, ворота. Так, а чё за ключи? Ключ с трупа. J и R. А, это там, где мотоциклы стояли. Пойдем, пойдем, пойдем. Ключ от бара. Воу-воу, вот они мы. Ой, блядь, что это? Так. Надо поставить боевой фонарь в карман, скорее всего. Так, что тут у нас? Может, возьмем себе вина в номер. Огромный холодильник. На двери что-то есть. Возможно, мне это пригодится. Магнит. Я просто одолжу его ненадолго. Магнит? Для чего? Пиво — это лишь временное решение проблем. Поняли, да, ребята? Игра бы прям вообще мораль толкает. Видимо, это шкафчик для персонала. Внутри что-то есть. Обезболивающее. О, погодите-ка. Тут тоже есть ящик. Но он не интерактивный. Полки забиты разноцветными бутылками. Грязные тарелки так и остались грязными. Еда на них засохла. Немытые тарелки. Угу. Большинство песен старые, видимо, молодые сюда редко заходят. Пейнтбольная машина Айнханда. Жаль, мне нет времени запустить пару шаров. Дозатор содовый. Холодильник. Внутри что-то есть. Кола. Блин, эта игра прям жестко рекламирует Кока-Колу. Теперь эта дверь открыта. Так.
Да блин, в смысле? Вот дерьмо, патроны кончились. Так, ну что, пора перейти на гидропатроны. Они будут побольнее, чем обычные. Бильярдный стол. Шары такие остались лежать на нем. Карта Драйфилда и его окрестностей. Стоит загрузить ее в свой GPS-навигатор. Карта открывается кнопкой Select на геймпаде. Едрить. О, прикольно. И чё, вот реально больше ничего нет тут? Так. Да, пожалуй, вернемся обратно. Там, кажись, мы дверь откроем с другой стороны. Так, сейчас стоит сохраниться. Говоришь, Кайл, частный детектив из Лос-Анджелеса. Он может стать нашим союзником. Я поручу своим ребятам разузнать о нем все, что только можно. Меня заинтересовало то убежище. Продолжай истребление НМС. И попытайся разузнать побольше про убежище. Да, шестерим жестко. Сделай то, сделай это. Классика. Мне бы хотелось знать, вот знаете, чего не хватает в подобных играх? Ну, кроме каких-то идейных мотиваций главного героя, типа зарплата, блядь. Вот ради каких денег она это вот, в принципе, делает? Ну, как бы. Здесь написано Герри Дуглас. Нажать вызов. Кто там? А, это ты. Сейчас я без ножного протеза. Тебе придется открыть дверь самостоятельно. Слева от нее есть ключ. Иди к фургону через гараж. Иди к фургону через гараж.
Вот для чего магнит нужен. Нихуя. Блин, я как... я как дитё малое обрадовался такой теме. Это очень прикольно. Ключ от гаража взяли. Найс. Дверь открыта ключом от гаража. Окей. Грузовик в плачевном состоянии. Даже не верится, что он еще на ходу. А этот хер еще говорил, типа... Че, положил глаз на мой грузовик, блин. Это нормальная собака. О, веревка. Сейчас она мне не нужна. Это явно, чтобы спуститься в колодец, будет нужно. Мотоцикл без движка. Здесь припаркован грузоподъемник. Чисто будем иметь в виду. Какой пёс. Песик. Блин, его как будто вот сковородой огрели. Входи. Брошен светло-зеленый джип без шин. Заходим. Вау. Так, ну, Дуглас прям уважаемый человек. Ого, рад видеть, что моя скромная коллекция кому-то понравилась. Кто бы мог подумать. Агент Брея, верно? Сойдет и просто Ая. Хорошо, Ая. Кстати, ну со мной связался один из твоих друзей. Вот уж кого-кого, но от ФБР звонка никак не ожидал. Это был Пирс. Мы с ним договорились кое о чем. Я позволю тебе менять ООО на пушки. А он заплатит мне позже. С его слов. ФБР и Пирс держат свое слово. Дай знать, если заинтересуешься чем-нибудь. Славно, славно. Прочный железный ящик. Токарь, станок, сварочной принадлежности. Набор наждачной бумаги. Видимо, для ухода за пушками она нужна. М700, М92, П229. Ты знаешь свое дело. Охот моя жена жаловалась. Знать свое дело — это моя работа. Как вы получили лицензию на М4А1 и МП5? У меня был друг среди военных, а вот он и подсобил кое-чем. Это же незаконно. Но ты же не будешь шить мне дело за мое увлечение. Да чё тебе, песик, надо? Погладьте. Погладить не могу, но ты можешь понюхать мою жопу. Боже, на его стойке с оружием установлена шинная система освещения. Чего? Какая дивная коллекция. Какой ты
Трепетный уход за ней. А, да, ты в теме. Стеклянная витрина с оружием. Так, давайте-ка сохранимся прежде всего. Если хочешь, звони сколько угодно. А еще купи несколько пушек, пока ты здесь. Привет, привет. Эй, Ая. Не-не, не спрашивай об этом. То, Эл, что-то случилось? И он решил отлучиться. Мышка трется, пока кошка где-то шляется. Как ты там поживаешь? Будь осторожнее, хоть ты гребешечки, а хоть лопатой. Ну давай работать, что там тебе? Покажите свое оружие. Что именно тебе нужно? Так. Парка для винтовки. Спариватель магазина для М4А. Штык-нож для... гранатомет. Пистолет и дробовик может купить, а? Давайте так и поступим. Картечь. Так. Ну, картечь можно купить, в принципе. А вот парабеллум, я думаю, можно за ней просто сходить. Одеваем поверх майки кобура. Ядрен батон. Да, вот вообще надо было бы взять такие вещи. Дверь в кабину. Думаю, что самой кабины там нет. Тут еще поизучал имплантант и должен сказать, что происходит нечто очень серьезное. Послушай, некоторые компоненты можно найти в любом магазине ради деталей, а некоторые мы даже не знаем, с чего они сделаны. Но они органические. Видимо, это высокотехнологическое военное устройство. Я буду держать тебя в курсе. С этим первая часть мне как-то больше нравился. Ну, он такой, чисто... Знаешь, с чем можно сравнить, типа, первую часть? Первая часть, она по большей части как крепкий орешек. И все-таки там Рождество и все такое. А вот эта часть, это уже такое. Ну, как бы это сказать, он уже как-то больше оторван от
Он как сильно отличается от первой части. Какая-то группировка, там все дела, что-то они там, какая-то организация секретная. С одной стороны, как будто бы и логично, что так все получилось, но с другой стороны, хз. Так, раскрыть про убежище. Я слышал, что в окрестности есть убежище. Убежище? Есть только бомбоубежище. Из тех, что были рыли военные, готовясь к ядерной зиме. Одна такая у нас есть. Оно в холмах. А она разве не заброшена? Ну, я слышу, что его купила крупная компания несколько лет назад. Блин, тихо, только что... Вы слышали чей-то крик? Нет, мне не показалось. Вон там точно кто-то кричал. Там находится пустующий дом. Я думал, что достаточно огородило то место от людей. Может, какой-то турист. Я пойду проверю. Как туда пройти? Нужно пройти через универмаг в центре города. Но его владелец никому не доверяет. Еще не человек живой, ничего себе. И он не оставил мне ключ. Однако за гаражом есть колодец. В универмаге спуск в канализацию. Лезешь в колодец, идешь по жутко вонючей канализации, вылезаешь в универмаг. Это лучший путь. Я покажу тебе дорогу. Спасибо, мистер Дуглас. Я справлюсь сама. Перейдите тут. Тут сеттинг почему-то фолловчески напоминает. Ну, Невада, Мохава. Конечно, Фолч. Ну, это потом, типа, такая локация одна всего лишь. По сути, мы занимаемся тем, что мы устраняем какие-то непонятные вот эти вот все моменты с появлением этих монстров и так далее. И вдруг сейчас вот все так совпало, что нападение на небоскреб и появление монстров здесь — это связанная тема, типа. Твою мать. Пес, беги, лол. Так. А. Дорога, ведущая к холмам. Так, ясно. Да, я понял, господи. Так, подожди. М,
Дробовик. Блин, дробовик прикольный. Дробовик хороший. Открыла дверь. Она была закрыта. Ну, это понятно, что тут колодец. Но я сначала пойду сюда. Заберу патроны. Машина. Собака лежит. Ну, класс. Блин, этот дробовик, конечно, ну, может быть окей, но... Ага, меня сейчас убивают. Ну беги, дерьмак, сука, кусток, боже. Ты можешь бежать? Не, ну дробовик против этих тварей, не сказать, что прям хорош. Не, урон окей, но, блин, перезаряд. Это какой-то лютый кошмар. Так. Подожди, я что-то не понял. Ты взял патроны? Предмет негде хранить. А, вот что. Так. Пенициллин, целин, энергетик. Может, энергетик выпьем? Поставить много энергии метахлондрием. О, хорошо. А? Где? Ужас. Тухамить надо было. А какая часть МК у тебя любимая? О, не знаю даже. Вообще, я тут думал, когда-нибудь поиграю на PlayStation 2 Mortal Kombat Шаолинские монахи. Вот это вот, наверное, да. Он такой, типа, сильно отличается от всей серии Mortal Kombat. Там, типа, битэмап, насколько я понимаю. Так, давайте-ка гидру положим. Хотя, чё? Течь напиток. Так, дробовик.
Я чекнул продолжительность Евы, она такая же, как у первой. Понял. Я играл в Шаолиньский монах, только не проходил до конца. Шаолинский монах. O da uğran kes. И ты торгы тохтаман на хоха вообще. Вообще ничего трогать нельзя, по идее. Посмотрим. Так. Угу. Так, давайте-ка сортируем. Теперь смотрим, что у нас с растворфингером. Так. Дробовик, винтовка, пистолет. Ну, в принципе, все есть. Все есть. Вот, блин, вот не знаю, как относиться к этой теме. С одной стороны, как будто бы паршивенько, но с другой стороны, как будто бы и логично, и прикольно. Понял, нет проблем, если вообще, когда у меня нет на связи. Типа, вот именно вот эта вот тема, то, что у тебя ограниченный, типа, инвентарь, предметов мало и так далее. И тебе приходится отбегать к своей машине, чтобы ложить вещи. Или, например, если не к машине, то к ящику какому-нибудь и так далее. Ну вот, типа, вроде бы нормально и логично, но с другой стороны. Я в своей игре сейчас так делаю. Ну, это такая, типа, классическая survival horror тема. Старый кладец, в нем слишком темно, чтобы разглядеть дно. Но я уверен, что он глубокий. Использована веревка. Инвентарь всего на 3 предмета. Охереть. Так, использована веревка. Она должна выдержать мой вес. Все. Спускаемся. О. А что насчет фонарика? Сейчас это бесполезно, но я хуй знаю. Как будто бы очень даже полезно. Похоже, что она идет дальше вглубь. Не открывается. Ого. Что? Толчится. Толчится. Клейбер. Кстати, опыта до хера. То на бар. Не быстрое самоизлечение вредных эффектов. Не быстрое. Задержка 30 секунд.
Всё, где-то мы. Воспламенение врагов. А, малый взрыв, сбивающий врагов с ног. Малая шаровая молния. О, выглядит прикольно. Я, кстати, энерговыстрел уже так и не использовал ни разу. Давай вот это. Да. Окей. И давай глянем, что такое некроз. Здесь есть переключатель. Включить. Вот версии что-то есть. Капсула. Да. Ну, считайте, мы как Белли Дельфин, но в колодце, типа... Те мужики, которые будут пить эту воду, они вообще кайфанут жестко, когда им сообщат, что эта вода вся была в ножках Аибреи. Ебать. Мать твою за ногу. Что-то интересно как-то. Ебать, ебать! Вот он меня хуйнул, так хуйнул.